В эфире Якутия-24. Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Надежная охрана и защита рубежей. Владимир Путин потребовал от членов Совбеза прозрачной границы только для тех, кто пересекает ее с благими намерениями. В Алдане пожар в торговом центре. ЧП произошло рано утром. К счастью, ни покупателей, ни сотрудников не было. 62 ДТП за прошедшие выходные. Сотрудники госавтоинспекции регистрируют резкий рост аварий в республике. И тренер и друг в Мирном молодой педагог, несмотря на все трудности профессии, работает с детьми в адаптивном центре физической культуры. Осторожно, леди за рулем. В Ленске определили профессионалов в вождении среди женщин. Не обошлось на трассе без происшествий. Вблизи российских границ наращивается военный потенциал НАТО. В этих условиях ключевая задача – обеспечить надежную охрану и защиту рубежей, заявил Владимир Путин на заседании Совета Безопасности. В Кремле обсудили проекты основ государственной пограничной политики России и меры по укреплению национальной безопасности в сфере защиты рубежей страны. Как было отмечено, основы пограничной политики были приняты в 1996 году и нуждаются в актуализации. Уже принятые меры позволили стабилизировать обстановку в приграничных регионах. В то же время граница должна оставаться максимально прозрачной для тех, кто пересекает ее с добрыми намерениями, сказал президент. В Алдане в торговом центре произошел пожар. По предварительной версии причиной стала неисправная электропроводка. Сигнализация не сработала, а эвакуационные выходы оказались завалены снегом. К счастью, этот букет нарушений не привел к человеческим жертвам. Возгорание произошло рано утром. Ни посетителей, ни работников в здании не было. На месте событий побывала Татьяна Вахнина. Рано утром вокруг одного из павильонов рынка «Универсальный» напряженная суета. Продавцы спешно выносят тюки и ворохи товара. Одежда и обувь сброшены прямо на снег. Вещи безнадежно испорчены. Они покрыты копотью и пропитаны едким дымом. Павильон, в котором находились более полусотни точек, в ближайшее время работать не будет. После пожара необходим ремонт. 7:30 где-то у нас был вызов, что у нас на рынке пожар. И приходим, тут у нас задымить, и в двери не можем попасть, и завалено снегом. Возгорание произошло рано утром. Предположительной причиной явилась неисправная электропроводка. Торговое место Дарьи располагалось как раз возле очага пожара. Товар, мужская одежда и обувь сгорел дотла. Вот эта вот сторона, где у нас обувь, да, вот это вот, там ни одной обуви. Это, знаете, это вот столько времени надо, чтобы она тлела, и чтобы вот ничего не осталось. Причина пожара будет установлена в ходе проверки. Пока представители администрации рынка не склонны принимать на себя всю меру ответственности. По их мнению, к возгоранию мог привести не выключенный кем-то из продавцов обогреватель. Я не знаю, что внутри случилось там. Там, конечно, там в двух отделах стояли обогреватели. Там было, когда отопление отключили, случилось, все, отопления не было. Им разрешили обогреватель. Пожар возник в торце павильона. Метраж выгоревшей площади оказался сравнительно небольшим. Однако очень сильным было задымление. И пострадал таким образом товар во всех точках. О сквозном проветривании речь не шла. Запасные выходы, а их в павильоне несколько, завалены снегом. А это говорилось. Я все уже говорила вот этому трактористу. Он говорит, у меня то соляра нет, я вам не подчиняюсь, я подчиняюсь директору. Сейчас директору звоню, он говорит, сейчас ему позвоню. Я говорю, так я неделю бьюсь, мне очистить входы никто не берется, никто не чистит. Ущерб от пожара лишь предстоит оценить. Однако по самым скромным подсчетам продавцов он исчисляется сотнями тысяч. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Завершено расследование уголовного дела о нападении собак на малолетнюю девочку в селе Намце. В результате происшествия ребенок получил множественные раны. Согласно заключению эксперта, здоровью малолетней потерпевшей причинен тяжкий вред. В ходе предварительного расследования владельцы животных признали свою вину в полном объеме. 2 животных ликвидировал сам хозяин, а 3 изолировано. Следствием установлено, что все 3 собаки были хозяйские, однако в нарушение всех норм содержания животных они перемещались по населенному пункту без намордников и других устройств, которые помогли бы предотвратить данный случай. Девочка до сих пор находится на амбулаторном лечении после телесных повреждений, которые она получила в результате этого случая. Обвиняемые свою вину в совершенном преступлении признали в полном объеме. И сегодня, 9 апреля,
С утвержденным обвинительным заключением материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Следственные органы проводят проверку в Национальном художественном музее Якутии, где сотрудников подозревают в хищении 40 миллионов рублей. По версии следствия, в музее зарплаты и премии выписывали мертвым душам. В ситуации разбирался Николай Борисов. Директор по финансам, бухгалтер и сотрудник отдела кадров в течение нескольких лет совершали хищения из фонда оплаты труда Национального художественного музея. По словам генерального директора Аси Габышевой, этот факт она выявила в мае 2017 года и сообщила об этом следственным органам. Целый год это шло расследование. И нельзя за счет 3 человек чернить весь коллектив музея. Причем это как бы не основные сотрудники, которые работают с коллекциями, с произведениями, читают беседы, проводят всю ту духовную работу, это бухгалтера. Факт хищения, по словам заместителя министра культуры и духовного развития республики Владислава Левочкина, был выявлен в ходе централизации бухгалтерии. Руководство министерства тоже давало показания следователю в управлении по экономической безопасности, и мы представляли потерпевшую сторону, поскольку пострадал, получается, бюджет нашей республики. По словам генерального директора, похищенные деньги можно было потратить на квартальные и годовые премии сотрудникам. То, что случилось у нас в музее, это какой-то сигнал обществу, потому что как бы идет наступление этой черноты, этого мрака, этого худшего в обществе, и оно посмело, работая здесь, в музее, так поднять руку. Мертвые души Гоголя – культурное наследие русской литературы. Однако актуальности оно не теряет и сегодня. Надеемся, что после судебного разбирательства русская классика перестанет, наконец, служить руководством к действию. В Якутске подъемный кран мусоровоза пробил окно автобуса. ДТП произошло на перекрестке проспекта Ленина и улицы Каландарашвили. По предварительным данным установлено, что водитель КАМАЗа не заметил падения подъемного крана, который ударил заднее стекло автобуса. В этот момент один из пассажиров находился на заднем сиденье, который получил травмы. Об этом сообщает госавтоинспекция города. По данному факту возбуждено административное расследование. А тем временем госавтоинспекция проводит профилактические работы с водителями на дорогах Якутии. Сегодня сотрудники ГИБДД провели профилактические мероприятия на переправе Даркалак города Якутска. Проверили документы и раздали водителям памятки. С подробностями Дмитрий Тымыров. 200 метров, по-моему, было. Кто на знак не обратил внимания. Дорожные знаки видели, да, при въезде на переправу? Не заметили дорожные знаки? Почти 80% водителей из тех, кого сотрудники ГИБДД поймали сегодня на нарушении, уверяют, они попросту не заметили дорожный знак, хотя стоит он на самом видном месте. Водители просто игнорируют знаки на переправе. А ведь этот участок от Даркалахов до Нижнего Бестяха сейчас самый загруженный. Начиная с той недели вообще, промежуток где-то так с 4 до 5:30. Мало идет машин. А то в основном одна за одной. В основном больше грузы идут. И легковых хватает, конечно. В это время года здесь особенно скользко. Посыпать лед песком нельзя, будет быстрее таять. И именно поэтому здесь так часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Забыв про гололед, водители превышают скорость и не соблюдают дистанцию. Не только сегодня, раздаем такие памятки, постоянно раздаем именно водителям, чтобы они соблюдали правила дорожного движения. Ездили очень осторожно именно во время гололеда. Только за прошлые выходные было зарегистрировано 62 случая ДТП на дорогах республики, из которых 9 с пострадавшими. Так, за эти 2 дня 14 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 6 детей. Во всех случаях стоит отметить, что как водители, так и сами пассажиры не были пристегнуты, вследствие чего произошел и летальный исход, и люди получили тяжелые травмы. До закрытия ледовых переправ остается не так много времени. Участок на Даркалахе, по предварительным данным, будет работать до 15 апреля. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск.
С сегодняшнего дня на автозимниках Якутск-Нижний Бестях и Ханды-Галдан снижена грузоподъемность до 10 тонн. Дальнейшее понижение грузоподъемности будет исходить из фактического состояния льда и погодных условий. А срок закрытия всех автозимников предварительно назначен на 15 апреля. Государственная инспекция по маломерным судам республики напоминает, во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы необходимо строго выполнять требования всех информационных знаков. Нельзя допускать нагрузку, превышающую установленную грузоподъемность. По дорогам Якутска уже в июле начнут курсировать новые автобусы. В мэрии подписали соглашение о закупке транспортных средств для обновления состава общественного транспорта. Сделка состоится между компанией «Русские автобусы» и муниципальным предприятием «ЕПАК». Так, в рамках программы развития общественного транспорта Якутска в ближайшие годы планируют полностью обновить парк автотранспорта на 487 единиц. Первую партию автобусов доставят в начале этого лета, а в июле они уже начнут курсировать по дорогам города. Есть требования по оснащению кнопкой «ГЛОНАСС». Это уже в базовой машине находится эта кнопка. И вторым этапом оснащаются автобусы тахографами и ГЛОНАССами. Да? То есть это система мониторинга, прежде всего, которая интегрируется в диспетчерскую, то оборудование, то железо, которое установлено в диспетчерской службе. Вот. Соответственно, по требованию заказчика. То есть все, что заказчик заказывает, мы устанавливаем. И ГЛОНАСС – это обязательное условие. В Якутске проводится реконструкция радиологического отделения онкодиспансера. По статистике, в год в республике выявляются более 2000 онкозаболеваний. Самые неутешительные цифры показывают Алайховский, Алданский, Верхнеколымский, Жиганский, Нерюнгринский и Ленский районы. При этом только жители Мирного и Нерюнгри могут пройти необходимое компьютерное обследование, не покидая родной город. И в конце года возможности диагностики будут расширены в столице. Тему продолжит Кристина Якупова. Реконструкция радиологического отделения идет согласно графику. Сегодня ведутся работы по завершению нулевого цикла. Ввод первой очереди запланирован на конец декабря текущего года. Работы ведутся без перерыва. 60 человек рабочих, задействована серьезная техника. Ведутся работы по цокольной части, бетонные работы, установка сваи выше 0 железобетонной работы. Также будет увеличена площадь здания. В дополнительных помещениях планируют обустроить палаты на 30 коек, кабинеты врачей, места для ожидания и гардеробные. Отделение будет отвечать всем современным требованиям диагностики и лечения злокачественных новообразований. На строительство первой очереди предусмотрены средства из федерального и республиканского бюджетов. В прошлом году было профинансировано из федеральной целевой программы 150 миллионов рублей, в этом году 362 миллиона рублей. Общее финансирование с федерального бюджета 513 миллионов рублей. Общая стоимость реконструкции радиологического отделения стоит 1 012 миллионов рублей. Все строительные работы идут согласно графику. Реконструкция радиологического отделения в столице должна полностью завершиться к концу года. Кристина Якупова, Илья Сыромятников, Якутск. В республике продолжается сезонная регистрация заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю в Якутии зарегистрировано более 7 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 4,5%. Незначительное превышение эпидемических порогов по совокупному населению отмечено в 6 районах республики. Продолжается ежедневный мониторинг посещаемости детей в организованных коллективах. Насекомые, как лакмусовая бумага. В Алданском районе в лаборатории предприятия «Полюс Алдан» проводят биоисследования для определения токсичности среды и отходов производства компании. С методиками биотестирования ознакомился Руслан Павлов. Эти маленькие рачки с красивым названием «Дафни» появились в лаборатории золотодобывающего предприятия «Полюс Алдан» совсем недавно. Сейчас они проходят адаптацию и акклиматизацию. В дальнейшем с их помощью сотрудники лаборатории будут проводить биотестирование воды, а также исследовать на токсичность среду и отходы производственной деятельности золотоизвлекательной фабрики. Получили тест-объекты в начале марта, и сейчас проходит
период адаптации тест-объектов в условиях лаборатории. Биотестирование нам необходимо для определения токсичности воды и водной вытяжки с целью установления класса опасности отходов от производства. Другой тест-объект – хлорелла, род одноклеточных зеленых водорослей. Они также задействованы в биоисследованиях. Кроме того, хлореллой кормят дафни. Для поддержания оптимальных условий наших дафни мы используем климатостат, и каждый день мы кормим их тест-культурой дафни. Мы используем и для ее как тест-объект, и для кормления тест-объекта дафни. Внедрить методики по биотестированию специалисты планируют уже в первом полугодии, а со второго начнутся работы по определению токсичности отходов и класса опасности. Лаборатория находится в стадии активного развития. В перспективе самые амбициозные планы, такие как охват максимально возможного количества исследований в производственной сфере и оказание услуг другим организациям района. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алданский район. Накануне врачи Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи провели консультации для жителей поселка Маган. Для пригородного поселка, находящегося на приличном расстоянии от города, приезд узких специалистов – редкость, поэтому желающих получить высококвалифицированную консультацию специалистов набралось достаточно. Шли взрослые, родители вели с собой детей. В прием в поселковом клубе, превратившемся на время в передвижную поликлинику, вели травматолог, ортопед, хирург, офтальмолог, оторинолог, кардиолог и терапевт. А сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее. Дебаты перед праймерис в Алдане готовятся к предстоящему внутрипартийному голосованию. И тренер и друг в Мирном молодой педагог, несмотря на все трудности профессии, работает с детьми в адаптивном центре физической культуры. Осторожно, леди за рулем. В Ленске определили профессионалов в вождении среди женщин. Не обошлось без происшествий на трассе. В эфире Якутия-24, и мы продолжаем наш выпуск. В Алданском районе проходит подготовка к праймерис партии «Единая Россия». Внутрипартийные кандидаты в Госсобрание Илтумен провели дебаты в Алданском и Томодском избирательных округах. Подробности в нашем следующем материале. Темы для дебатов кандидаты выбрали самые уязвимые, которые сегодня по-настоящему волнуют общество и направлены на сохранение и улучшение внутренних ценностей и здоровья граждан. Одна из тем так и называется – «Сбережение нации, образование, здравоохранение, социальная политика, культура и духовность». Звучит громко, но все эти вопросы ежедневно на повестке дня у алданских жителей. Касается это и местных кандидатов, ведь они живут рядом с нами и пользуются теми же услугами. На предварительное народное голосование партии «Единая Россия» заявились как опытные политики, так и молодые партийцы. Меняющаяся внутренняя политика в стране придает импульс к изменениям и в программных речах кандидатов, народные депутаты, в вопросах, которые они задают оппонентам. Каким образом сберегать нацию через ту систему здравоохранения, которая есть в России, это те вопросы, на которые отвечаем мы, депутаты, на настоящий момент. И будет отвечать депутаты последующие. Почему? Потому что здоровье нации – это прежде всего здоровье наших детей, а это значит будущее нашей страны. Процедуры, связанные с праймерис, пройдут до конца недели. 15 апреля состоится предварительное народное голосование партии «Единая Россия». Модель голосования такова, что в ней могут участвовать не только члены партии, но и простые граждане района. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Прошло 90 лет со дня рождения народного писателя Якутии, лауреата государственной премии имени Аюнского, талантливого учителя Василия Яковлева Далан. Первая его повесть «Дивная весна» была издана еще в 1978 году. С тех пор он внес неоценимый вклад в развитие якутской литературы. Многие его произведения, такие как «Тыгын-Дархан», «Песнь Великой Тайги», роман «Судьба моя», отражают исторические моменты якутского народа. Имя Василия Яковлева известно не только как писателя, но и как выдающегося педагога. Он также был любящим мужем, отцом и дедушкой. В этом году общественность Якутии широко отмечает юбилейную дату народного писателя. Отцом он был очень добрым,
Но вот, как я сказала, он был очень строгим, но при этом у него вот очень хорошо сочеталась строгость и доброта, и при этом справедливость. Если даже он снаружи выглядит каким-то очень строгим, но когда люди узнавали его, он всегда вот такой был очень сердечный, добрый. Он в последние годы всегда говорил, что надо мне успевать, мне некогда вот мелочами заниматься. Я, говорит, все могу сделать, я могу подшить валенки, я могу сделать унты, я могу здесь смастерить, там смастерить, но мне некогда, мне надо писать. Профессионалов в вождении среди женщин определили в Ленске. Соревнования прошли традиционно в районе пристани на реке Лене. За звание «Автоледи 2018» боролись 26 представительниц прекрасного пола. Анастасия Сафонова – постоянная участница соревнований. Вот и в этот раз не смогла пропустить возможность получить заряд бодрости и позитива. Анастасия проходила трассу на внедорожнике. На первый взгляд громоздкий и тяжелый автомобиль, но девушка довольно легко им управляла. Не сбив ни одного конуса, преодолела змейку, заехала в бокс, развернулась на небольшом пятачке, выполнила движение задним ходом по кругу. Прохождение дистанции усложнялось непростым условием – льдом. Трасса, конечно, в этом году поинтереснее. Скользко, во-первых, везде льда много. Ну, я считаю, что я прошла хорошо, потому что мы нигде ничего не задели. Мы нигде у нас никакой остановки не было. Штурманом у меня был ребенок, конечно. Он один-единственный ребенок здесь. Но мы выступаем семейным подрядом, поэтому мы не переживаем. Анастасия Чуева участвует в соревнованиях второй раз. И тоже на внедорожнике. Девушка прошла дистанцию красиво и без ошибок. Но на финише, расстроившись, признается, что времени затратила много. Поэтому, вероятнее всего, в десятку не попадет. Трасса гораздо легче, чем в том году. То есть, есть, места, где гололед заносит машины. Это приоритет нашей реки Лены. Все конкурсантки чувствовали себя за рулем самых разных по размерам и габаритам авто уверенно. Есть ошибки, я сейчас по трассе пробежался, да, есть ошибки, кто-то сбивает вешки, кто-то вылетает там за трассу. Вот у нас уже есть повреждения первые, тут машина бампер повредила. По итогам непростой борьбы были определены лучшие. Призовое третье место конкурса заняла Анастасия Плоскеева на автомобиле Toyota Крит. Время 3 минуты 36 секунд. Второе место Марина Матюшкина на автомобиле Mazda Capella. Прошла дистанцию за 3 минуты 22 секунды. Лучшей по итогам соревнований стала Надежда Зенина на Mitsubishi Pajero. Она прошла дистанцию за 3 минуты 17 секунд. Ей достался главный титул конкурса «Автоледи 2018». Все участники получили призы от организаторов и спонсоров соревнований. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. На горе Афродита в Аймиконском Улусе прошли учения службы спасения Республики Саха-Якутия. Ежегодно служба проводит тренировки в горах, учит молодых спасателей быть подготовленным для работы в экстремальных природных условиях. На тренировочных сборах побывал наш корреспондент Артур Старостин. Хребет Сарычева – одно из самых красивых мест Аймикония. Туристы и любители отдыхать на природе часто посещают подобные места. На горы таят немало опасностей, да и снега в этом году выпало гораздо больше нормы. Спасатели изучают те места, где развивают туризм, и именно там проводят тренировки. 5 лет назад под Мусхайоин, гора Палатка, попали в лавину туристы с Татарии, лыжники. И вот мы летали, искали в снегу и вывозили ребят. Подобных случаев по всей стране немало, поэтому тем, кто занимается поисковыми работами, нужна очень серьезная подготовка и специальное снаряжение, карабины, каски, спасательные веревки и тому подобное. Короче, связь каждые 2 часа, хорошо? И без железных кошек не обойтись. Руководитель группы Роман – спасатель 1 класса. В службе спасения работает 13-й год. Как он рассказывает, сам принял решение работать спасателем благодаря сборам на пике горы Победа, самой высокой точки Якутии. Сегодня ходили в основном только разрядники. То есть люди уже с опытом, за плечами есть какие-то горы, какой-то опыт. Новых людей, новых сотрудников обучаем. Гора с романтичным названием Афродита. 2060 метров над уровнем моря. От волшебного вида сверху замирает сердце, и ты даже забываешь о всех трудностях подъема. При восхождении до 2Б сейчас мы оценили так. Сложно ходить, надо только обученным. Так просто трудно взойти, опасно. Но основной целью команды службы спасения все же служит задача изучения сложных участков гор. Поэтому, вздохнув от восхищения, они продолжают свою тренировку. Артур Старостин, Светлана Поцелуева, Аймиконский район.
В Нерюнгринском районе проходит фестиваль «Молодая весна». В этом году традиционный смотр-конкурс любительских молодежных коллективов и исполнителей посвящен Году добровольца в России. Фестиваль проводится в 3 этапа по таким направлениям, как вокал, театр, хореография и видеотворчество. Второй этап стартует завтра, 10 апреля. И тренер, и друг в Мирном. Молодой педагог, несмотря на все трудности профессии, работает с детьми в адаптивном центре физической культуры. Были соблазны, но выбор пал на работу с инвалидами. С героиней нашего следующего сюжета встретилась Марианна Кутукова. Тренер по адаптивной физкультуре – профессия не новая. Однако молодой педагог Туяра Тимофеевна внесла в развитие адаптивного спорта свою лепту. Она не сменила выбранную специальность, не уехала в города получше. Она закончила университет в Хабаровске, вернулась в родной Мирный и открыла отделение адаптивной физкультуры в детско-юношеской спортивной школе. Это было 3 года назад. Туяра до сих пор помнит эмоции от первых занятий. Было очень тяжело, сложно сработать с такими детьми, потому что на практике мы проходили, там были не такой степени тяжести заболеваний детей. А здесь я столкнулась с такой проблемой. И пришлось вновь перечитывать литературу, искать. И дети сами по себе дружелюбные, сразу идут на контакт. И поэтому я с ними быстро нашла общий язык. Сегодня у молодого педагога плотный график работы. Занятия с 4 группами 3 раза в неделю. Плавание в бассейне, индивидуальные тренировки на дому. Также недавно Туяра запустила фитнес для девочек. Все занятия проходят в игровой форме. Каждому воспитаннику у преподавателя индивидуальный подход. У меня есть девочка с тугоухостью, то есть ей нужно показывать жестами, руками все, и как можно ближе, у нее слуховой аппарат. Также у меня есть детишки с умственной отсталостью, у них трудное восприятие, и поэтому тоже приходится объяснять дословно и показывать. Родители говорят, эти занятия не только оздоровительный спорт, но и общение. Ведь многие дети даже не ходят в школу и учатся на дому. Благодаря занятиям у меня появилась лучшая подруга. Ее зовут Катя, фамилия Гудаева. Мы с ней гуляем, играем на горке, на площадке, в гости ходим к другу. Для ребят Туяра Тимофеевна и тренер, и друг. Поход в кино, театр или музей – тоже одни из любимых совместных занятий. Туяра не жалеет, что не продолжила медицинское образование, а по воле судьбы смогла совместить спорт и медицину. Говоря о своих воспитанниках, тренер цитирует: «Мало сочувствия, важно развивать их возможности». Марианна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. Якутия-24 следит за развитием событий. Оставайтесь с нами на нашем телеканале.